Аллея славы героев земли Астраханской, 14 бронзовых бюстов знаменитых земляков, государственные деятели, художники, писатели, ученые. Аллея могла бы быть гораздо длиннее и, несомненно, дотянулась бы аж до самого расположенного неподалеку берега Волги, заняв своими бюстами добрую половину акватории, если бы создателям аллеи пришло бы в голову называть героем каждого, кто хотя бы разок переночевал в здешних степях. Поэт Хлебников и художник Кустодиев действительно уроженцы. Однако среди героев немало и тех, что бывали тут только проездом. Как, например, Александр Суворов, который, правда, томился здесь целых 2 года. А вот так часто и происходит. Зачастую любой путешественник, да любой турист знает об истории города, куда он направляется, намного больше его жителей. Вот так и случилось с нами в Астрахани. Если всех этих героев более-менее еще здесь знают, то вот о том, что изображено вот на этом сооружении, знает далеко не каждый астраханец. Это триумфальная арка. Она появилась в центре города Астрахани 3 года назад, в 2017 году, и была возведена в честь 300-летнего юбилея основания Астраханской губернии. Поэтому в правой верхней части этой арки мы видим с вами дату 1717 год и изображение Петра I, который и основал Астраханскую губернию. Но создатели арки решили пойти еще дальше и копнуть куда глубже 300-летней давности. Поэтому в левой верхней части арки появилась еще одна дата – 1556 год. И изображение возможно, не самый грозный образ, но это именно он – Иван IV Васильевич. Чисто технически этот полупамятник Ивану Грозному был вообще первым во всей стране. Все немногочисленные памятники в наших других городах Ивану Грозному появились чуть позже этой даты, 2017 год. И вот представьте себе, у нас здесь возникает такое ощущение, что царя-батюшку видим только мы одни. И вот даже вы говорите, что вы не обращали. Нет, ни разу не обращал внимания. Да, я сам случайно узнал об этом. Ни один человек из тех, с кем мы встречались в Астрахани, царя-батюшку в глаза не видел ни разу. На арке, в самом центре города, вот уже 3 года. Удивительно, но не знал об этом и сам автор идеи установки памятника. Вы имеете татарские корни? Да, у меня папа татарин, мама русская. Владислав Тагирович Дарвин, лидер Великой Русской империи. Так называется его организация, где он председательствует. Да, проект установки памятника исходит из Москвы, но идею еще несколько лет назад озвучил именно он. И он весьма удивлен, что для этого понадобилось спрашивать мнение жителей при помощи опроса. Сознание, да, вот оно как-то ущемляется здесь в этом плане. Почему русскому православному царю ставить памятник нельзя по решению администрации? Нужно обязательно спросить у всех. Значит, сам факт проведения опроса, он ущемляет самосознание и права русскоязычных граждан в Астрахани. Я считаю, что да, есть такой момент. Намек, в общем, ясен. В Астрахани, в которой само название города имеет татарские корни, по-прежнему и спустя 5 веков немало татар и вообще мусульман. Неудивительно, что именно здесь мы встречаем памятники Мусе Джалилю и Габдулле Тукаю, установленные исключительно благодаря инициативе и финансам местной общины. В случае с Тукаем, например, дело даже не ограничилось простой установкой памятника. Привели в порядок всю территорию и разбили сквер. И никого не спросили, говорят нам местные патриоты, будто это вещи одного порядка. Никаких опросов никто не проводил. Никаких слушаний не проводилось. Но никто же не приезжает оттуда сюда, в Астрахань, не говорит о том, что вы зачем вот татарскому деятелю установили памятник здесь, в Астрахани. Да? Такая личность, как Муса Джалиль, Габдулла Тукай, эти люди, они не вызывают противоречивого отношения. Здесь референдум, он и не нужен был, по большому счету. Потому что эти люди, которые консолидируют общество, объединяют. Голос этого имама слышен теперь не только в Астрахани, он слышен по всей России. Имам Белой мечети Муслим Юнусов, наверное, самый активный борец против установки памятника. Это он
пишет статьи, пишет письма президенту Татарстана и муфтию республики. Если бы представили, что давайте поставим памятник какому-нибудь известному американскому генералу тех времен в какой-нибудь индейской резервации, и какой вызовет это резонанс. А потом скажем, а давайте голосование проведем во всей Америке. Ну, конечно, во всей Америке это вызовет, возможно, одобрение. А как к этому отнесутся непосредственно эти индейцы? Если вы хотите, если у вас денег много, ну, займитесь другими, расходуйте свои деньги. Вот, например, вот мы стоим, здание. 17 лет уже это здание после пожара, да? Просит власти, сделайте, пожалуйста. Там же люди живут в этом Пожар доме. прошел и забыли, да? Забыл. Возможно, это снова не наше дело, но трудно не согласиться с председателем общества «Дуслык». Вот они, памятники, на которые здесь давно надо бы обратить внимание. Мы прошли бы мимо этой темы, но дело в том, что мимо тут нигде не пройдешь. Вот это возрождение здесь мало кого интересует. Патриотизм каждый понимает, конечно, по-своему. Я говорю, ну, если ты против, у тебя жена русская. Ну, да, выгони в дом свою жену русскую, если такой, что ты противник. Да. Ты живешь с русской женщиной. Ну, дай бог, чтобы вам все было хорошо. Как ни крути, Россия держится на одном стержне, на православии. Не дай бог, этот стержень вправо-влево качнется. Ну, и все национальности, ну, рухнут. Я очень огорчен, что вопрос установки памятника Ивану Грозному в Астрахани приобрел с подачи маленькой кучки, совершенно незаметной кучки людей в нашем городе, приобрел такой нехороший, негативный резонанс. Я считаю, что этого вообще не нужно было разводить. Поставили бы, и никаких проблем бы вообще ни у кого не вызвало. Иван Васильевич Грозный. Это единственная фигура, которая объединяет все национальности. И это стержень России, в которой мы живем. Мы не ослышались? Это единственная фигура, которая объединяет все национальности. Нет, мы не ослышались. Воистину, любовь к родине не знает чужих границ. И, наверное, выражаясь образно, все дело в отсутствии какого-то бокового зрения, элементарного навыка, который позволяет видеть что-то вокруг и слышать кого-то, кроме себя. Маленькая эта кучка или нет, а только это тоже люди. Очередное внесение раздора между народами. У нас же страна многонациональная. Равносильно тому, чтобы на Красной площади поставить памятник Адольфу Гитлеру. Ну и потом, мне кажется, также, что люди, которые проявили эту инициативу поставить памятник, они, наверное, тоже должны были изучить историю и узнать, так, где больше всего нанес Иван Грозный вред, урон в Астрахани, в Казани. Значит, эти города не надо даже рассматривать. Но есть же другие города, где он не был, где люди скажут, ну пусть стоит памятник, он мне не мешает. Вагнера, вы никогда в Израиле не услышите Вагнера, потому что его убеждения были близки национал-социалистическим убеждениям, и об этом евреи помнят, и поэтому его концерты в Израиле не играют. На этой неделе мы получили официальный ответ на наш запрос от администрации Астрахани. И в нем, в частности, сказано, что голосование не является определяющим фактором для принятия решения, и что будет дальнейший учет поступающих предложений. Не всем в Астрахани придется по душе такая взвешенная политика, но, похоже, в городе осознали, что на сложный вопрос всегда существует простой и неправильный ответ. Любой ответ на сложный вопрос обязан быть сложным. Почему вот уже 3 года никого не трогает в Астрахани изображение весьма одиозной личности на вратах этого исторического комплекса? Да потому что это комплекс. Потому что царь-батюшка здесь вполне уместен как часть истории. Нет здесь излишней героизации Грозного. Это как страница в учебнике истории за 6 класс. Но кто ж против? Вы за или против установки памятника? А не слишком ли просто, господа? Если речь о некоем историческом комплексе, а о нем, собственно, и речь, то почему бы не вспомнить, например, что эра людей началась в этом крае все-таки не в 1556 году. Во всяком случае, это не такой уж простой и не такой уж неправильный ответ. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней
Астрахань.